Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова состоялась премьера постановки «Буранная ночь». За основу этого произведения была взята повесть Николая Мартынова, написанная в 70-е годы прошлого века. Она рассказывает о том, как три героя, у каждого из которых сложная судьба, заблудились в лесу. В пьесе как будто соединились воедино искусство театра и кино. Такой оригинальный творческий подход смогла найти режиссер Наталья Сергеева. В этой пьесе, в этой повести очень много психологии. Как раскрываются характеры людей в нестандартной ситуации, как они себя поведут, остаться человеком или спасти чью-то жизнь. Вот об этом пьеса. И если ты остаешься в любой ситуации настоящим человеком, сверху тебе помогут. Хотя основных героев пьесы всего трое, в основное повествование вплетаются сюрреалистичные картины, которые символизируют сны и мечты персонажей. В этих сценах была задействована почти вся труппа Чувашского драматического театра. Зритель напряженно следит за тем, как будут развиваться события. В конце концов, герои понимают, что экстремальная ситуация сблизила их. Они делятся друг с другом воспоминаниями и вместе находят выход из темного и недружелюбного зимнего леса. На сцене благодаря спецэффектам царит зима. Создать такое впечатление помогает приобретенный недавно проектор, ветродувы и компрессоры. Спецэффекты очень помогают, так как ощущение зимы, ощущение холода очень трудно. При плюсовом градусе на сцене еще мы оделись, фуфайку, плащ. Нам жарко, а нам надо показывать холод. Это очень трудно. Конечно, зрители не смогли оставаться равнодушными к тому, что происходило на сцене. Многие из них отметили игру юной актрисы Ангелины Павловой, дочери исполнителя главной роли Сергея Павлова. Ангелина Павлова тоже очень замечательна. То есть для ребенка это такая роль большая, и справилась она с ней отлично. Но больше всего, наверное, понравилось, как это все поставлено, как это все передано. И то есть в полном восторге, очень-очень хорошо все. Таким образом, национальная драматургия раскрывается для широкого круга зрителей. Ведь картины, близкие к киноискусству, может понять практически каждый. Но язык чувств и эмоций был и остается универсальным. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.